Солнце так греет хорошо. Ну вот ко мне гости приехали сегодня с утра с Астрахани, отдыхают в санатории в Сочи. Очень хорошие люди, очень приятно было познакомиться. Как тесен мир. Сейчас мне написал один из моих зрителей, подписчиков, что вот он с Якутска. Встретились тоже, казалось бы, совсем на другом краю. Все думаю, что мне оставаться еще принять щедрое предложение Максима переночевать, но я потеряю тогда сутки. Всем доброе утро. Что вокруг красиво. Вполне. Хоть тут бетонная площадка. Хоть вчера приходили ко мне друзья какие-то ночные тусоваться. Приехали, музыку послушали и уехали. Ладно. Я, правда, потом заснуть не мог. Но заснул. А так, очередная шикарная ночь, что могу сказать. Надо собираться быстренько. Время 10 часов. После бани я вообще спал как этот самый, как младенец. И, надо было проспаться, потому что сегодня в дорогу хочу. Сейчас я быстренько, надо чаек, обмыться и в дорогу. Сначала доехать до фуникулера, посмотреть, что там и как, подняться наверх, спуститься и поехать, чтобы хоть что-то проехать по светлому времени суток. Ну, а не получится, поедем в ночи. Такая бетонная поляна получилась. Ну что, красиво вокруг. Тут ничего не скажешь. Вот тут такие прям рядом вершины. А вот там водопад. Погода шикарная. Я вот сейчас хожу уже все утро раздетый. Солнце так греет хорошо. То есть холодно, хотя вон снег лежит. Прямо вот тут на бетоне. Но когда солнце светит, вообще тепло. Загораю. Отлично. Это вот Гуля, его Фарух. Очень приятно. Вот ко мне гости приехали сегодня с утра с Астрахани, отдыхают в санатории в Сочи. Очень хорошие люди, очень приятно было познакомиться. Вот решил познакомиться со своими зрителями. Уже в Астрахань обратно едете через денек? Мы через Выходные неделю. выезжаем в воскресенье. И 2 недели вы тут были, да? Или... Да, 2 недели. Да, мы Вот тоже. отдыхаем в санатории МВД. Мгм. Очень нам нравится Сочи, вообще замечательно. Такое ощущение, как будто мы где-то в Норвегии, в Финляндии, такое ощущение. Ну что-то. А здесь первый раз вот на Красной Первый Поляне. раз, тоже, да. С фуникулером нам не повезло сегодня, да? Ну, может быть, Да. еще найдем. Ничего Поищите. страшного, да. Ладно. Может быть, там встретимся еще наверху, Да, да, если да, сейчас хорошо. повезет. Мы с И тобой добро. встретимся. Приятно было Напрямую. познакомиться с Да, вами. взаимно, все. Да, удачи тебе. Все хорошо, Счастливо. хорошей До дороги. свидания. Все, до свидания. Мгм. До свидания. Спасибо. Чтобы время не тратить, я быстренько сварил сосиски. И в этом бульоне сейчас делаю, какой-то суп. Первый раз пробую. Вот. Первый раз за все время я ем такой вот бумажный суп. Пакетированный. И вот сейчас вот ребята приезжали, они сказали, что сегодня закрыт фуникулер. До выходных вообще. Получается, он будет не работать, там какой-то ремонт. Сейчас поеду посмотрю, вот убежусь сам в этом. Ну что ж, тронем в путь. Спасибо этому красивому месту. Было тоже по-своему интересно. Хотя мне тут негде даже сходить по-маленькому в туалет. Сейчас еду на заправку. Уже начинаю терпеть. Чуть-чуть. Верните направо. А дорога будет вообще сейчас крутая. Я ночью ехал, видел, как вот я очень, достаточно высоко поднялся. Потому что вот там вот гора. Фуникулер
фуникулер. Это уже финальная точка, я так понимаю, фуникулера. Сейчас надо поехать все-таки убедиться, там работает, не работает, и спланировать свои дальнейшие действия. Вот сюда я вчера первый раз заехал, чтобы проверить, каково тут переночевать. То есть, теоретически я мог бы вот здесь проснуться, вот в этом месте. Ну, как я предполагал, здесь, ну, во-первых, темно, тень. Во-вторых, плохо видно горы. Так что именно в плане видов это было правильное решение поехать туда. Я сейчас обратил внимание, что я вчера выключил стабилизацию на камере, чтобы в темное время поснимать, и забыл ее включить. Так что, похоже, сейчас все кадры, которые сегодняшние, они такие, в общем, без стабилизации. Буду программно выравнивать, так что, если что, вот, извиняйте за качество видео. Посмотрим, как тут днем. Ну, тут везде красиво, можно найти места в любом случае. Здесь вот, так как здесь высота, горы со всех сторон. Вы меня замотивировали тоже пройти все-таки, а то я ночью погулял здесь, а днем не это. Я еще... закрыто, надо или обойти, потом, вот с другой Ну стороны. там есть что-то, да. Да. Вот именно эта штука отмечена тоже на карте, видимо. Туда подъезжаешь, там непонятно что. Аня! Сейчас представляете, как тесен мир. Сейчас мне написал один из моих зрителей, подписчиков, что вот он с Якутска, Максим Быков, что он тоже здесь, в Красной Поляне. Вот пытаюсь дозвониться. Но что-то он пока не берет. Надо как-то, пока не уехал, связаться. Вчера подруга, я пока в бане мылся, что-то мы стали списываться, что она здесь оказалась. Мы с ней не виделись, я не знаю, лет 7-8, ну давно не виделись, с Питера. И она что-то, ты что, на Красной Поляне, а что ты, где там? Я сейчас в бане скидываю координаты. Она сидит в автобусе, который стоит в 10 метрах от этой бани. Ну уже все, они уже обратно в Адлер, там с мамой приезжала, уезжают и сегодня улетели. Тоже так забавно, как вот может быть, у меня друзья тут оказались. Ну да, это я помню. Так что я тебя сниму, вот знакомьтесь, передай всем привет. Это вот Максим с Якутска. Ты отдыхаешь тут? Ну, можно и так сказать. Вот сейчас созвонились. В общем, может, что, встретимся? Попробуем? Да, попробуем. Ты на поляне сейчас? Да, вполне. Да, я на заправке заехал на вот это, что тут, Роснефть или как она. Но я хочу на фуникулер попасть. Говорят, он работает, не работает сегодня. Мне уже сегодня уезжать. И вот я хочу успеть. Да. Я поэтому... Понятно. Я в Адлере просто сейчас. А, в Адлере? Да, сейчас. Ну, обратно скоро поеду, где-то через час. Да, немножко меня расслабила информация о том, что подъемники сегодня не работают. Оказывается, не работают там вот основные какие-то, ну, на Розах Хутор, куда я сейчас заезжал. Тут ездят. Но единственное, что я время уже 3 часа с лишним, уже на самую верхушку не попасть. Есть только вот, ну, какой-то там следующий уровень. Ну, заодно время сэкономлю, хотя бы попробовать. Сейчас надо парковку найти, где запарковаться. Еще сейчас Макс мне позвонил, говорит, давай оставайся, у его друга здесь хостел, могут выделить мне номер. И чтобы я тут переночевал сегодня, а завтра уже поехал. Я вот сейчас сильно задумался, мне время поджимает, конечно. Ну, заманчивое предложение еще остаться здесь на денечек. Но я не знаю. Я сейчас по календарю смотрю, что-то совсем уже не успеваю. Короче, въехал на какую-то многоэтажную парковку в итоге. Даже непонятно, сколько стоит. Сейчас надо будет найти место и узнать вообще, сколько я дам денег за нее.
Ну вот, запарковался. Тут речка протекает прям рядом. 1250 стоимость. Прикольно тут все. Так, и заходим, да, я так понимаю. Просто оп, и все. Одну зону я прокачусь, но сам факт надо было ощутить, что это такое. Это же все, кто приезжает на Красную Поляну, должны покататься на фуникулере. О, ускорился. Да, интересно, как там медленно идет. Тут сейчас резко вверх. О. Интересно посмотреть на эти места вот с другого ракурса, где я сейчас вот 2 дня катаюсь. Окошки маленькие такие, чтобы никто не выпрыгнул. Еще и с решетками. По этим дорогам я сегодня как раз катался под фуникулером. Я когда ехал, мне интересно было посмотреть, каково это видно оттуда, глянуть из кабинок. И вот, пожалуйста. Вот тут я снимал сегодня тоже. Как раз выезжал из туннеля. Оп. Так прикольно, они вот едут быстро-быстро, а здесь как-то замедляются каким-то образом. 15 минут. Вот эта пересадка уже на вершину, но туда никак уже не пройти. Вверх уже нету, похоже, подъема, только вниз. Снег тут лежит. Я все думаю, что мне оставаться, еще принять щедрое предложение Максима переночевать, но я потеряю тогда сутки. Если я выйду завтра, я весь день буду ехать, вечером только приеду в Майкоп. А если я выйду сейчас, в ночь, возможно, дороги будет посвободнее, но не факт. И, навигатор показывает ехать 8 часов, скорее всего, это больше, часов 10. Я, может быть, переночую где-нибудь, где-нибудь в лесу там по дороге. И как раз проснусь и днем приеду к Саше. Так было бы, наверное, идеально, чтобы еще успеть что-нибудь завтра там, может быть, с ним поснимать, увидеть. Потом еще послезавтра и дальше ехать уже. Времени мало. Быстро темнеет. В такое время путешествовать плохо в том плане, что ты пытаешься, пока день светлый, побольше успеть. Вон Макс сидит сейчас. Привет. Я заказываю. Сейчас. Вот встретились с Максимом из Якутии. Встретились в Красной Поляне. Вот угощает меня вкусным шашлычком. Максим отдыхает периодически, да? Да. Солнечные Сочи после зимних морозов Якутии приезжаю. Как и многие якутяне на самом деле. Тем более сейчас там вроде минус 40 уже говорят. Даже к полтиннику идет. Ну вот, да. Поэтому Сочи как-то оно интереснее переживается. Погреться. Так что да, можно вот так вот. Тут, многие так говорят, да, из Якутии тоже бывают. Ну, есть люди, да. То есть здесь даже вот летом СССР справляли. Да? Да, вот такой небольшой, но есть. Встретились тоже, казалось бы, совсем на другом краю России. Да. Хотя собирались встретиться первый раз именно вот в Якутии. Максим писал мне, чтобы встретиться в Якутске, я все время не мог найти, и в итоге вот так вот за 7000 километров, сколько здесь расстояние. Все-таки, да, вот уговаривает меня остаться. Вид, говорит, у меня уже не очень, время 6:30, а я хочу в ночь ехать в Майкоп. По серпантину. Максим гостеприимно предлагает, даже 2 места, где можно заночевать, проснуться с шикарными красивыми видами
Но я пока ломаюсь. Ну ничего, сейчас мы его немножко покормим, Я вообще, да. успокоим, и все, и он сам останется. Ну ладно, приятно. Я так же. Ну все, Макс меня не уговорил все-таки остаться, надо ехать. Так что приятно было познакомиться. Давай. Тебе тут хорошо отдохну, ждем в Якутске. Да. А ты когда возвращаешься? кстати? Привет. Я еще пока не знаю. Еще пока не знаешь. Ну это пока круто, когда не решил, да? Ладно, все, давай. Как получится, так получится. Давай. Удачи. Давай. Ну что, дорога предстоит нам, походу, длинная. Чувствую я. Так что вперед из песней. Снимать, наверное, мне будет лениво. Сейчас просто расслаблюсь, сосредоточусь на дороге. Посмотрим, где сегодня будет ночлег у меня. Тоже интересно. Докуда я доберусь вообще? Как там пробки? Сейчас тоже час вечера, 8 часов. Мне через Адлер, через Сочи добираться. Тоже там отдельная история, реально. Опять нашел смотровую площадку. Время уже 1:30. Я, почти 6 часов, 5,5 часов за рулем. И вот я подумал, что, наверное, у этой смотровой площадки будет прикольно заночевать. И пока ехал, вот какое-то еще местечко нашел. Потому что смотровая это, как правило, опять же людная. А тут вот, какая-то полянка, что ли, не знаю, сейчас. Осмотрюсь тут, если что, не знаю. Не люблю я слишком людные места, а здесь прям можно вот так вот, оп. Хоть спать охота, но хочется проснуться с горячим чаем завтра. Поэтому пересилил себя сейчас, заварю и спать.